Повестка очередного заседания Кабинета министров под председательством ИО премьер-министра Абхазии Владимира Делба состояла из 7 основных и 2 дополнительных вопросов. Первым перед коллегами выступил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, который представил межведомственную целевую программу развития демографии на 2025 год. Программа программа дарадзу фурто программу ирахов кусяму демографию шартадыра ашукурхора усмил качуси хамо абсолютно шарша ахуче Иран знакли парцхрара аратара ари атачай хамо абснуйнуц спесимшин хороп ацхрара захто урт фунзруйнуцака арза халаларцаруп министрыша ярацхрараки шокургоп акпи айбеги ахпапи акчкарирза шнезекмата пара рахтута цхрара апшбепе нёспехчирза нюшнескмата пара. А программа дарадзы хурто программу ядзало рацююб арза халаласуги рацююб ванзапе Хайлы парани шас хазеп цбхпяшуп сезухана цхрара рой зки вижафта чара урт ирзшан шижё миллион инрихана пара. Об утверждении критериев обязательного контроля валютных операций рассказал ИО министра финансов Саид Губаз. По его словам, обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. В рамках реализации мероприятий по гармонизации законодательств Республики Абхазия и законодательства Российской Федерации в августе 2024 года был принят закон о валютном регулировании и валютном контроле. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношениях пользования, владения и распоряжения валютными ценностями. В соответствии с нормами указанного закона установлены требования, в соответствии с которыми Кабинетом министров утверждаются критерии обязательного контроля валютных операций. Эта мера необходима для отслеживания и выявления нелегальных валютных операций. Представленным проектом постановления утверждается исчерпывающий перечень операций, на которые распространяется обязательный контроль. Всего это 25 операций. В рамках заседания сложно раскрыть все 25 операций, отметил глава правительства и поручил Саиду Губаз дать расширенный комментарий по данному вопросу и оповестить участников внешнеэкономической деятельности и предпринимателей о применяемых критериях. Какие критерии будут применяться и какие особенности приняты постановлением Кабинета министров при осуществлении валютных операций. Это для них принципиально важно, чтобы у нас потом не получилось так, о том, что документ вышел, а вот по нему разъяснений особых там нет, и люди начинают некомфортно себя чувствовать, а бизнес это, как правило, не любит. Далее об исполнении бюджета за 2024 год отчитались фонды инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования и охраны труда. Фонд социального страхования и охраны труда завершил свой 2024 финансовый год успешно, выполнил доходную часть на 105,1%. На 1 января 2024 года мы сэкономили средства и, проводив ревизионные работы совместно с налоговой службой, мы накопили средства в сумме 62 миллиона рублей, что помогло нам выплатить все государственные пособия, исполнить все заявки наших страхователей и закончить год без долгов. А также, Владимир Валерьевич, по вашему предложению, мы инициировали в прошлом году такие виды пособий, как единовременное по работающим родителям с 22 до 27 тысяч рублей и единовременно по неработающим родителям с 17 до 22 тысяч рублей. Повышение единовременных и иных выплат – хорошая тенденция, отметил Владимир Делба. И у нас есть такое предложение
чтобы не сбиваться с этого пути, если позволяет бюджетная возможность такая фонда, с учетом, как вы сказали, роста фонда оплаты труда и, соответственно, платежей фонд социального страхования, внести предложение о очередном Да, конечно. увеличении размеров государственных пособий. Вот мы бы, конечно, рассмотрели все вместе и еще раз подтвердили особую значимость социальных выплат и гарантий государства в этой сфере. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2024 год рассказал ИО председателя Денис Гулария. Его коллега ИО заместителя Дорожного фонда Виталий Цвижба рассказал об исполнении бюджета в 2024 году. За 2024 год законом о бюджете Дорожного фонда утверждено поступление доходной части 130 миллионов. Однако поступления составили 90%. Отставание допущено по налогу на ГСМ 8,5 миллионов и налогу на транспортное средство 4,5 миллиона. Однако, несмотря на это, расходная часть бюджета составила 132 миллиона 443 тысячи рублей. За счет чего это было достигнуто? Достигнуто как? В бюджет Дорожного фонда были внесены изменения, которые позволили профинансировать остатки средств, находившихся на начало года на расчетном счете фонда. Эта сумма была 27 миллионов 711 тысяч. ИО министра здравоохранения Эдуард Будба и исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Ют обратились к представителю Дорожного фонда с просьбой обратить внимание на особо опасные участки трассы Псол-Ингур. Проезжая в Адовский поворот, слева есть там мост и просевший асфальт. Приходится, вот мы ежедневно передвигаемся, приходится выезжать на встречную полосу для того, чтобы объехать. И очень плотное движение, когда несколько машин соединяются, тогда аварийная ситуация возникает очень так, просьба вот как-то вот не... Потому что если что-то произойдет, там будут сложные повреждения у людей. О том, что 16 километров дороги, Псол, там мост начал сходить, там здесь уже большая трещина, ее надо проинспектировать, этот мост. Я думаю, это большая проблема, которая может у нас возникнуть. Что происходит, там он обходит, уже мы видим, что там проблемы с опорами или с конструкцией. Да, проблема, но сам факт того, что на мосту по краям есть... Виталию Цвижба было дано распоряжение решить данные проблемы. Далее члены правительства приступили к дополнительной повестке о межведомственной целевой программе на 2025 год. Лечение бесплодия с использованием метода ЭКО рассказал ИО министра здравоохранения Эдуард Будба. Следует отметить, что в качестве самостоятельной программы лечения бесплодия с использованием метода ЭКО применяется впервые в Республике Абхазия. Программой предусмотрено финансирование в размере 30 миллионов рублей за счет средств бюджета фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год. Многие семьи в Республике Абхазия нуждаются в проведении лечения бесплодия с использованием метода ЭКО, о чем свидетельствует статистика обращаемости в Министерство здравоохранения Республики Абхазия с просьбой оказать помощь в проведении данного лечения, которое за последние 3 года увеличилось более чем на 30%. Так, в 2024 году количество таких обращений составило более 50 человек. Учитывая, что лечение бесплодия с использованием ЭКО является дорогостоящим видом лечения, она недоступна для большинства нуждающих внесемейных пар и отсутствия государственной поддержки. По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия использованием метода ЭКО более 50 заявителям. Завершила заседание ИО председателя Государственного статистического комитета Кама Гогия, которая представила ведомственную среднесрочную целевую программу совершенствования национальных счетов и расчетов ВВП. Хочу напомнить о том, что
Расчет внутренней валовой продукции в нашей республике начал осуществляться с 2009 года. Каждый год мы рассчитываем, по итогам года мы озвучиваем сумму внутренней валовой продукции. Однако вот существуют определенные проблемы, связанные с тем, что получается, как будто мы для себя рассчитываем внутреннюю валовую продукцию, никаких сопоставлений мы с другими государствами не производим. Значит, по паритету покупательной способности обычно производит сопоставление расчета внутренней валовой продукции. На сегодняшний день во всем мире расчет внутренней валовой продукции производят по методу конечного использования. У нас мы к этому перешли буквально пару лет тому назад, но и параллельно мы рассчитываем, сам механизм расчета связан с тем, что не по конечному пользованию, а по производственному методу. Но связано с тем, что сбор информации очень слаб. У нас не все сектора экономики и не все сферы деятельности охватываются для расчета ВВП. Завершая заседание Кабинета министров, глава правительства Владимир Делба поручил министрам незамедлительно приступать к реализации программ и планов. Анастасия Никонова, Тимур Гугохи, Абаза ТВ.